Здорово, братва. Ну что, момент истины, час X, час пик. Не знаю, как назвать, ребята. Неделю просто на WhatsApp создали специальную группу. Все, обсуждаем, что надо, не надо. В общем, ребят, как я говорил, экспедиция серьезная, намечается. И сегодня, друзья, выезд. Деревня, 9 утра. Идет дождь, такая осенняя хмурая погода. Ну, по прогнозу, ребят, вроде как неделька будет хорошая. И куда мы едем, погода вроде будет позволять. Едем на север, ребята, за 1000 километров. Фух, не знаю, ребят, прям весь на эмоциях. Уже вот неделя прям такая, она все, вот это берем, это не берем, потому что едем втроем, ребята, едет Васильевич, едет Андрюха Маслаков, 3 канала. Андрей наедине с тайгой, многие его знают, ребят. В общем, вот троечка хотим махануть на север, та же республика Коми, только севернее, где речка побольше, ребейка покрупнее. Соответственно, хотим побалдеть дикарями, поживем, посмотрим. Едем на неделю, день дорога обратно, 5 дней рыбалки. В общем, списались, кто что берет, говорю на WhatsApp, ребята. В общем, как-то так. Ну, я обычно всегда все показываю, потому что многим это интересно. Многим, конечно, это интересно, подавай рыбалку. Но рыбалка, ребята, это основной момент. А что остается за кадром, сборы, вот это все, вот эта подготовка, это тоже немаловажно. И, соответственно, когда такие дальние экспедиции, прям нужно быть готовым ко всему. Потому что у нас место совсем впритык. 2 лодки, ребята, 2 мотора, бензин, топливо. Будем закупаться чуть дальше, уже севернее. Ну, а где мы будем, вообще заправок не будет, ни связи, толком ничего. Вот, соответственно, берем сейчас все, что нам нужно. Короче, ребят, начинаем движуху. Понеслась. Я как деревенский, друзья, был ответственный за овощи. Именно то, что у меня огороды 5-10. Я говорю, парни, давайте овощи буду брать я. Копанули картохи. Сейчас с утреца огурцы, помидоры, ребята, все свежее. Лучок, помидорчики. В общем, как бы. Ну и тут я заехал в магазин. Всяко раза набрал. Так, по минимуму кофе, крупы. Что-то вот так, яиц немного взял. Это все будем распределять. Так, это чтоб было, не знаю. Кружка, ложка, поварешка, так скажем, потому что основное все берет Андрей, ну, с города. Палатка большая, где будем мы ночевать. Отказались, кстати, от раскладушек. Коврики, будем спать. Но берем печку. Немножко приманок, блесна, воблера, пару катушек собрал, джиг берут пацаны. Взял пару антикомаринов, надо достать газ. Так, здесь немножко горячительного, сейчас перелью в 1,5, ну, потому что, ну, хотя стекло, конечно, лучше, но не греметь, не звенеть, в общем, как-то так. Пакеты, приготовил тут уже 2 палочки, основные, ребят, это кайдовский, ультралайт лайт и аргумент 42 грамма. В общем, 2 палочки, ребят, это основная. Будем пробовать ловить крупную щуку. Но это окунь, ясь. Где-то по шарам будем ходить, там 5-10 и так далее. Как я и сказал, ребята, отказались от раскладушек, потому что, ну, у нас по притык, прям все впритык. Хоть и будет прицеп, едем на Ниве, но самое основное это палатка, это 2 лодки, 2 мотора. И у нас прям что-то так посчитали, что вообще никак не получается с собой брать там столы, там раскладушки. Ну, стол я буду брать. Стол как раз пришел у меня новый к сезону, к налиму. Тот стол у меня развалился. Вот сейчас как раз хочу посмотреть, потому что забрал вчера с почты, как раз пришел. Какие-то теплые вещи, забродники. Беру даже маленький спальник. Ну, мне кажется, с печкой не замерзнем. На ковриках буду отдыхать. Так. Газ берем. Что-то там договорились по 2 газа. Больше, говорит, не надо, ладно. И, наверное, ребят, я возьму все-таки экспедиционный контейнер.
Хотя Андрюха отговаривает, говорит, Андрюха, не бери, говорит, его как-то, говорит, пакеты разместим. Ну, блин, не знаю, может залезет. Потому что это, во-первых, сюда загружу сейчас все продукты. Поедут они. Ну, газ, вот это все, мне кажется, 40 литров залетит. Я уже показывал, ребята, распаковочку. Взял, получается, его как раз именно для экспедиций. На нем можно будет и сидеть. Это 2. Не надо брать стульчик. Чистить рыбу, даже сидеть в лодке на нем. Но опять же, какую-то обратно ребейку можно привезти. Засолить там, допустим. Что-то как-то, не знаю. Сейчас попробую уложить. Что получится у меня. Так, здесь у нас получается индикатор холода можно прикручивать. Но у нас и так уже холодно, ребят. Соответственно, и еще севернее будем. Такие вещи нам не пригодятся. Так. Овощи на самое дно. Не знаю, ребят, ну в общем полна коробочка, как говорится. Не знаю, 2 ручки, ну, удобная штука, плюс лючок, если надо достать что-то. Короче, если влезет, то влезет, если не влезет, то будем выгружать, потому что Андрюха предупреждал, говорит, блин, посмотрим, в общем. Проверю стол, друзья. Пришел стол. И как раз вот у ребят проблема со столами. Я говорю, у меня, ребятки, новый стол. Сейчас посмотрим. Стол серьезный, большой, для походов, какой я и хотел. Блин, запаковано классно, молодцы. Стол от кемпинга. Помимо коробки, вот, пожалуйста, еще коробочка. Так, что мы имеем? Вот такой стол, ребята. Вот такой столик. Так, вес 7,4 килограмма, ребята. 110 на 80, высота 72. В общем, распаковывать сейчас не буду, ребятки. Возьму с собой, как и договорились. Я очень рад, что у меня вот к осени сейчас пришел стол. Шикарно. Большой стол, походный. Люблю, чтобы, ну, вот как такой стол, ребят, будет примерно. Плюс-минус. 2 спиннинга, 2 катушки, контейнер, сумка с вещами. И гермосумка, это там коврик, газ, 5-10, вот стол еще беру. В общем, это
моя экипировка на неделю. Понятно, что все основное, там пила, топор, Андрюха берет, ну, чтобы не тащить. У Андрюхи все заряжено, в принципе, как и у всех. Все снимают видео, все как бы готовы к экспедиции. Единственный момент, что заправляться будем на лодку бензин с собой брать ближе уже к месту, в одной из деревень, там, в одной из сел. Позвонили, вроде все в порядке. Вот. Ну и я еду сегодня с семьей, едем в город Сыктывкар, оттуда идет старт. Получается, снимаем квартиру. Планировалось выезжать в 2 ночи, но что-то подумали и решили ехать с вечера. Потому что ехать нам около 12 часов, плюс-минус. Будем ехать всю ночь и, соответственно, к утру, чтобы дойти до места, выгрузиться, накачаться. И по карте посмотрели, ниже от места выгрузки будем ставить лагерь, километров 10-15 ниже. И вот там уже производить рыбалку. Девчонки мои останутся в ночь в городе, и завтра у них там канцелярия, впереди 1 сентября, закупаются там что-то туда-сюда, в общем, решили так. Мандраж, ребята, так, ну, перед такими поездками всегда так относительно переживаешь. Вот. Ну, что-то типа такого, ребята. Сейчас жду девчонок, в 11 часов стартую в Сыктывкар. Не знаю, ребят, что-то хотелось рассказать, показать, но пока голова забита, в общем, как-то так. Все будем постепенно смотреть, ребят, буду вам показывать, соответственно, кино будет частями, дай бог, повезет с погодой, с рыбалкой, с трофеями. В общем, понеслась, ребята. Все, жду девчонок и в столицу. Хотелось еще, ребят, напоследок сказать спасибо за поддержку, кто перевел копеечку. Без вас, ребята, было бы очень тяжело именно собрать все эти моменты. Так что, ребят, спасибо вам большое. Вы у меня самые настоящие зрители. И я постараюсь для вас сделать, ребята, хороший контент. Понеслась. Короче, ребята, в Сыктывкаре, вот, я не знаю, где справедливость. Договорились, все нормально, там администратор за 2 дня, ребята, забронировали. Летели к часу, чтобы успеть, как бы, потому что у нас договоренность была. Нет, тут надо ждать администратора час. Вообще пойдет, да, мать? Ирина, привет передай. Привет всем. Смотрите, ребят, кто у нас еще тут с нами. Какой зверь, Боня? Вот такой зверек у нас еще. Да? Вань, куда приехала? К жениху. К жениху приехала. Ладно, что, будем ждать. Да, братцы, вот так встретил нас город Сыктывкар, столица Республики Коми. Мало того, то, что час 10 ждали, ребята. Ну, какая-то возня. Вчера договорились к часу, заехали, и еще, короче, здесь не убрано, да, дочь? И не убрано, и вообще не те фотографии там, короче. Ну, в общем, ребят, обзорчик, дочь, пойдем покажем. Хата, конечно, ребят, такая себе, смотрите. Ну, большая. Ну, тут какая-то такая прихожая, вся расшорпанная, разбитая. Вот, говорю, сейчас гувернантка убиралась прямо перед нами. Ванна такая, я даже хотел помыться перед поездкой. Короче, не буду. Ну, так, что-то, телевизор. Тут все грязно, бутылки валялись, выбирались. Мама у нас по делам уехала, а мы здесь немножко обживаемся, так скажем. Ну, это девки хотели нормально провести время. Ну, так, еще, кстати, постельная даже, вот она убрала и говорит, только вечером привезет нам. 2300, друзья, 2300. Мы скинулись на 1900, но частенько мы квартиры снимали, вот по делам, когда приезжаешь. Да, то есть намного лучше были, да? Квартирки-то, на самом деле. Пусть не работает.
работает. Телевизор не работает, что-то Только там. И даже, может, Wi-Fi нет. все разбитое, блин. Короче, вот так вот, ребята. Ну да ладно. Не знаю, не стали уже мы тут что-то выдумывать, бронировать заново, потому что все занято. Уже за 2 дня бронировали, и вот, пожалуйста, приехали. Мы тут с собачкой, у нас собачка загуляла, то бишь приехали. Мама поехала сейчас к жениху на случку, а мы с дочерью тут, короче, обживаемся. В общем, 3 часа, ребята. Парни приедут 18:30, ну и старт. Договорились, что с отсюда меня забирают, в общем. Как-то так. Ладно, что, сейчас сходим в магазин, что-нибудь перекусим. Тут голодные. Пиццу возьмем. Можно, да, ночь. Ну, в общем, как-то так, братцы. Ну, вообще не в восторге Лариса, расстроилась, конечно, вообще труба. Так что, вот такой отзыв у меня плохой. На первом этаже, кстати. На самом первом. Да, вот это центральная улица, ребята, города Сыктывкара, коммуна. А тут она не поднимается, да? Поднимается? А вот. Может, и не поднимается. А, не трогай, Кира. Еще сломаем. Ладно, братцы, все. Скоро мы поедем. Ух, ехать 12 часов, братцы. Плюс-минус. Дорога будет сложная. Короче. Все. Ладно, жду пацанов пока. Жду маму. Ну, короче, сейчас отдохнем. Что-то я уже устал даже, блин. Не люблю эти покатушки вообще. Не мое это. Что, мать, перед дорогой накормишь? Да. Пельмешки? Угу. Без спешки. Хорошо, Бонни. Бонь. Ни от хозяйки не отходит вообще ни на шаг. Да? Собака. Котопес. Я уже приготовился, чтобы лопатеть. Здорово. Так, я что, Нет, там еще много магазинов. магазин уже открылся. Что, Серега, там? Сначала что, салон или сначала этот? Да, ну сначала, наверное, в салон, потому что пока какие-то... Вот, так Спальня.
Доброй ночи, ребята. Без 15:12. Нас встречает город Ухта. Выезжали с Сыктывкара. Пасмурно такой, знаете, ребят. Дождик мокрил. Я вообще с деревни ехал, у нас дворники вот так. А здесь прям +4 всего. Сразу видно на юг прям. На юг, на север. Какой юг. Что, до заправка, друзья? До заправочка, идем дальше. 12 часов ночи. Так что, особо дорогу, ребят, снимать смысла не вижу. Все понятно. Ходом. Ну, прошли уже порядком около 400 километров. Ну, это считай от моего дома. С города-то, конечно, поменьше. 43 закинули. Ну, на лодку пока не заправляем. Заправим там, чтобы не тащить. Потому что сотка с собой будет. Лишний вес. Все, братва, прет. Едем дальше. Ночная Ухта. Андрюха не только везет, еще экскурсию делает, да, Андрюха? Случайно. Решили, короче, братцы, по Ухте ночной бомбануть. Вот такой городок. Я в первый раз вообще. В Ухте катаюсь. Сейчас вылезаем уже. Ну что, братва, доброе утро. 3-й час. Стоим под Печорой, получается. Ходим налево. До Печоры остается 100 километров. Плюс-минус. Печора, жди нас! Саню Устаеву, Руси Шемякину, всем привет, пацаны. Тоже блогеры нашей республики Коми. Он будет в другую сторону. Тормознули, кофеечек, перекус. Туманище, ребята, страшное дело. Ну, все хорошо, нормально, без приключений. Сейчас прям дальше. Там заправка, переправа, все в этом духе. Давай, пошел, смотри, как прыгает. Давай, Андрюха, на суп. Смотри, чешет бродяга. Доброго утра, друзья. 3:52. Мы все в дороге. Ну, добрались до большой деревни. У нас заправка. Будем заправлять и машину, и все баки, все канистры. Что-то в районе 100 будем брать с собой. На 5 дней нам хватит покататься. Блин, погода менялась, ребят. Заморозок, туман, сейчас дождь. Что-то вообще труба. И уже едем, смотрим, здесь уже так листики-то пожелтее будут. Вот что значит север. Ладно, все, ребят, сейчас будем заправляться. Едут. Как тут? Спят, что ли? Точно спят. Пойдет. О, вышли. Доброе утро, девушка. Нам 2-1-2 до полного, пожалуйста. Спасибо. Нет, а тут уже поменяли, а раньше, короче, вот так крутилось еще, знаешь, как раньше было. Быстрее не могу, потому что ситечка не пропускает быстрее. Ну так, пошел потихоньку. Ну что, короче, сколько у нас тут? 100, да? 100 забираем. Пакет полетел. Кто тише всех, ты все больше пиздишь, что строит тут херня, тут прям все больше пердишь обычно.
мы все едем и едем. Пол-пятого, ребятки. Что, затарили бензом, машинку затарили. Короче, мчимся. Сейчас переправа будет, да, Андрюх? 60 километров. 60 километров переправа. Тоже не знаю, со скольки работает, как там, что, сколько по деньгам. Все платное, короче. Ну, настроение хорошее, боевое. Серега повалялся там, даже Василий, что он у нас там? Вообще нормально в рюкзаках, балдеет. А мы что с Андрюхой так, немножко на разговорах так. Дорога интересная, я еще раз говорю, тут какой-то мороз был, потом туман, дождь. Ну, красота, в общем. Все, едем дальше. Скоро будем уже на месте. А если на этом месте не буду, кого вернет? В общем, ребята, движуха такая матерая. Это, кажется, Наринмаровский, ребята. Он идет прям по течению в Наринмар. 300 километров до Наринмара. А это наш Устыльнский. В общем, нам туда надо. Соответственно, уже очередь большая стоит. Но говорят, если не влезем, то вернется сразу. Проблем нету. Ну, тут, блин, очередь уже большая. Мы туда точно не влезем. Это вот с той стороны переплыл. И оттуда еще идет. Тоже Наринмар. Такая движуха, друзья. Сейчас будем смотреть. Тут еще, возможно, задом надо будет заезжать. С прицепом как-то суваться. Вот такие приключения. Короче, быстро-быстро погрузка. Вот эти микроавтобусы нас обогнали, таксисты. В принципе, так и понимали, что не успеем. Потому что машин очень много обогнало. По времени все знают, а мы-то как бы еще не в курсе. Ну, короче, мы тут не влезем. Микроавтобусы, КамАЗ залазит. Ребята тоже вон с прицепом. Короче, никакой очереди, просто лезут и все.
Ладно, будем ждать. Погнали. Наша очередь. Пустили нас передом, потому что там песок. Неудобно задом заезжать, хотя надо задом заезжать. Нормально. 795 рублей, ребят, за Ниву с прицепом. Не знаю, как за легковую. Может, пятихатка, а за КамАЗ, наверное, там все 1,5, наверное. Такой тягачок тащит. Ну, мы сейчас пустые здесь практически. Печора мать, ребята. Красота. Заправку, наверное, да, Серый? Получше будет. Ребята, ура, победа! Победа! У нас глаза просто косые у всех, ну, не из-за того, что мы 10-20, получается 6 утра, ребята, 7-13, 8-14, 9-15, 10-16, 16 часов 20 минут, ребят, мы вот на этой чудесной машинке у Андрюхи, которая довезла нас, ребят, до мест перспективных по рыбалке. Река Печора, низовье практически, ну не практически, но уже так. Вот такие, ребят, кораблики тут ходят.
я не знаю, преодолели все просто, ребят. И песок, и асфальт, и плохую дорогу, и щебень. Но мы сделали это. Мы сделали. Фух. Да, красота. В общем, что, какие планы, ребята? Я даже со временем попутали немножко, потому что столько дороги. Ой, не знаю, там. Я сидел спереди, не спал, как бы сидел с Андрюхой, все контролировал. Как бы. Андрюха еще вдвойне устал по-любому, потому что он еще за рулем. Жесть. Ну, я хотел побывать, ребята, вновь в этих местах. Я был в этих местах 3 года назад. Ну, это была рыбалка с берега, а сегодня вот именно с классной компанией на лодках на недельку, ребятки. Мы будем бороздить эти просторы, искать рыбейку, что-то пробовать, добывать. Понятно, что изначально будет все сложно. Сегодня надо как минимум поставить лагерь, найти какое-то место, дрова. Ночи холодные, ставить палатку. Что-нибудь приготовить горячее, потому что на бутербродах и на кофе уже на подсосе желудок. Фух. Ну все, поздравьте, ребята, это был тяжелый маршрут, тяжелый путь. Около 1000 километров. Но здесь есть хорошая рыба, ребята. Понятно, что мы будем искать ее, будем ловить. В первые дни будем брать что-то для еды, но остальное ближе к дому уже что-то там, может, домой даже повезем, там подсолим, не знаю. В общем, все, ребят, мы это сделали. А мы приехали! Оп! Скажут, по-любому уже кривые, наверное. Так и скажут ведь, а? По-любому. А мы даже еще и не пили нифига. Ладно, давай подскинем. 24 рублей. Что-то печки, мне кажется, плохо может быть. Серега, это береговская печка. Да? О, это да. Сейчас. Протерли. Сейчас. Ну это Ну, ладно. у меня все чехлы так протерты. Смотри. Кресло, вот кресло по этому. А, это жилет у меня по этому. Не разъебал? Ну ладно, посмотрим, не знаю, надеюсь, нет. Мне кажется, что-то будет все равно, да. Потери будут. Не, самое главное, чтобы лодки не протерло. Это все, Вот это остальное да. все херня. Я за лодки очень сильно боялся. Подожди. НАТО, да? У тебя большая лодка, видишь? Опять. По загрузке, ребят, ночью-то ничего не показали. Но вот сейчас вот только прицеп раскидали. Васильича лодка, Андрюха там будет с аккумулятора накачиваться. 2 мотора. Ну, я вам говорил, что отказались там от тяжелых вещей, но в принципе, ну еще и в машине, ребят, пол машины. Машка, откуда ни возьмись. Еще вот у нас здесь всякая разная провизия. Это причем мы еще ужимались по Да. полной, просто вот все, что необходимо, все, что самое нужное, лишнее вообще ничего не брали. По максимуму ужимались. Ну понятно, что такая дорога, блин. Андрюха переживал все, конечно, я тоже понимаю его, блин. Это как минимум колеса по такой дороге могли разлететься просто. Ну вроде все, слава богу. Хорошо. Все, парни, жужжатся. Все, взяли термух. Обязательно. Это сейчас вроде более-менее. На воде будет очень холодно. И ночью будет очень холодно. Так, носочелы надо поменять.
голодные. А сало, ребята, это сами знаете. Чисто допинга надо хапнуть, потому что вырубает нас. Пацаны лодки готовят, я тут бутерброды нарезаю. Кто там, Андрюх? Что за птица такая? Интересно. Утки, да? Быстро по куску сала, ребят, чтобы кони не сдвинуть. Жрать хотим вообще безумно. Ну, Васильича лодку я показывал уже, что 350-я азимут. Васильич готовит. Ну, Андрюхи там тоже боржа такая здоровенная. Андрюха тоже любит все большое. Ну, тут вообще броневик, конечно. Она выглядит, конечно, Андрюха, страшно, блин, слышишь? А? Страшно. У меня 380 была, но у меня баллоны как будто бы меньше были. Ну, баллон 400. Это что у тебя? Таймень. Таймень, да? Да, мастер лодок. Вот Уже такая. от них уже третья лодка. И просто, ну, не нарадуюсь. Эта лодка по цене и по этим скоростным характеристикам одна из лучших. Ну да, Андрюха ходит, ребята, на канале. Можно посмотреть у Андрюхи. Он ее под водомет ставит. И где они только не ходят с отцом. Вообще нормально. То бишь, Андрюха такой, он как бы, у него вещи все работают. Я знаю, что он в корягах там и везде. Молодец. Блин, а мошка-то повылазила, ребята. А мы тут думали, холодно. Север. Угу. На севере-то ее достаточно. Что, Андрюх, так же сделал? На косу подвесим, да, чтобы мотор вешать или что? Не, вот так вот злодей, вот так вот на воду и все. О, все хорошо. Водички попробуем. Черная матушка. О, супер. Так, распаковка полным ходом. Смотрите, ребят, солнышко встретило. Красота. Так, немножко тут пошоркались. Ну, в плане того, то, что пробили немножко вещи. Сумки пробили. Чехол Сереги пострадал от кресла. Кресло немножко пошоркали. Да. Ну, такая дорога, ребят, тут. Хоть как укладываем, мне кажется, тут стрясет. Уголки вот эти надо защищать как-то. Ну, а что потом делать? Без этого никак. Дорога, да, тяжелая. Пассажирский, друзья, идет. У нас судоходная речка. У нас так кораблики такие не ходят. Это главная артерия севера. Да, все верно, Андрюха. Все, весь север Коми на Печоре завязан. Они вещи эти не кончаются. Ну, Васильевич у нас бензовоз будет. Все остальное к Андрюхе. Васильевич будет. Но это до лагеря. Потом-то все будет нормально. Что мы распределим? Конечно. Главное на глиссер выскочить. Все правильно. Это самое главное. Самое главное. Ну все, ребята, вроде как будто все. Но это не все, это так чисто по лодкам. Сейчас будем искать место. Андрюха отгоняет тачку туда к лесу. В общем, вот такая загрузка, ребят, смешная. Вот так закидались, ребята. Смотрите. Андрюха где-то здесь будут ноги, и у меня где-то там ноги будут. Короче, весь шмурдяк. А Васильевич бензовоз. Тоже тяжелые вещи. Нам сейчас 30, по идее, вот если по картам смотреть, нам сейчас 33 на пройти. 33, да? Плюс-минус. Ну, 30-ку надо еще пошагать, ребят. Ну, там примерно мы знаем, куда планируем. Нам тоже Там по бы обстоятельствам уже. и дровишки надо, потому что недельку жить все-таки, не на ночь едем. Там возле костра балдеть. Надо, чтобы лагерь был красивый, и сегодня именно ими будем заниматься. Даже спиннинги не разложили. Хотя вот уже такая жажда покинуть просто. Ну, Васильевич вот так вот как-то. Нормально. Все, четко. Да, немножко травм. Уже сказал, что у Васильевича порвалось штатив, короче, -1. Ну, дорога тяжелая была.
поломались немножко. Ну, слава богу, что моторы, лодки, все хорошо. Сейчас будем заводиться, пробовать. И пойдем по реке, ребят. Что вы не думали, это не тот берег, это остров. За ним еще такая же штука. Речка очень большая. Третьего раза. Огонь. Ну что, братцы, готовы покорять? Сейчас будем пробовать выходить на глиссер. Выскочили. Вообще в легкую. Погнали! В общем, ребята, река-то очень красивая, но места вот чисто пляжные, неприступные обрывы. Мы с Андрюхой нашли такое место, вообще. Не знаю, смотрите, ребят. В общем, смотрите. Кусочек зеленый такой. Более-менее, да, Андрюх? Более-менее. Это мы убираем, это на дрова пойдет. Эту штуку. Это мы убираем. Здесь ставим палаточку. Ивняк, иван-чай. Нарываем, все сюда застилаем. Подушку делаем. Подушечку такую делаем. Песка нет, грязи нет. И просто по красоте. Дрова под боком. Вот. Костер. Да. Такой пляж, ребят. И
Тут смотрите, какое место. Ямка. Ямка, да. Ямка, коряжник. Вот там 9 метров, 7 метров. Серега проходил, все мы его ждем. Рядом протока. И в протоке шикарно, да? Да. 4 метра. В общем, мы здесь поживем, увидим, да, мне кажется. Рыбалка будет должна. Ну, находили мы места. Пляж, обрыв далеко за дровами, блин. А здесь вообще вот прям круто. Все правильно. Не зря с Андрюхой сюда зашли. Вот здесь и будем базироваться. Хорош. Спустились сколько, Андрюх? 30-ку, наверное, да? 30 ровно? Да? 31. 31. Нормально. Все. Раздеваемся, делаем вещи. Подыскосок, но этот как его? Ну вот так как раз головой туда, да? Да, головой туда и все. Печка здесь. Я тебе предлагаю прямо вот печку, эту палку, прям на травку хернем, волосистую, видишь? И прямо вот где вот видишь растет, чтобы не было песка этого сыпучего. Прям туда поставим его. Тут просто такой прям угол сильный, да? Нет. Ну как угол? Ну угол есть, да. Или здесь? Нет, пацаны, давай вот здесь печка ровно, вот здесь. А где спальное место, вот здесь мы чилим, вот тут. А мы это нарвем и накидаем, да? Ну вот здесь накидаем, да, все. Ну мы ее затопчем, она такая, знаешь, потом будет вот это. Ну, свистая, короче. Не знаю. Давай попробуем. Стол там, смотри, кушай гордос. Ну, первый раз, Андрюха. Бомба. Первый раз будем этот тестировать. Слушай, ну тут Поставили. на идее нам палатку все поставить. Стол поставим. Поляна такая, нет? А что, братан, надо? Короче, нам скотчем надо закрепить, да, дело? Как столик, ребята, а? Огонь. Новый стол. Я доволен. Здоровый стол, реально здоровый. О, прет, а? Тянет. Можно без палева сзади подцепиться, да? И спускаться. Свое домашнее, говорит. Еще много бздели, но перебздели, все оказалось не так и это страшно. Да. Не, ну да, ебать, тут при возмогании было еще то, бля. Не, ну да, дорога тяжелая, долго, Дорога, да. утомительная. Уже еще не спали никто. Да, идет, там не надо, но там должна быть. Ребята, быстро. Ну, надо поесть. Короче, я на ужин упал. Быстро макароны с тушенкой, с салатом. Парни лагерь ставят. Палатку, дрова готовят. Ну, короче, еще ни по одному забросу не сделали. А так манит. Сначала знакомимся. Не спешим, ребята. Успеем. Надо все делать красиво, культурно. Повидала всего, да? Ну, вот эта хата у Андрея, да, реально повидала всего, блин. Огонь и воду между трубы, кстати, если что. Она внутри уже боевая у меня. По охоте, считай, да, Андрюх, сколько жил? Везде охота минус 35. И летом плюс 35. Я попрошу, Васильевич, мы с тобой тоже нормально пожили-то в твоей? О, ну уже там, кстати, да, крепанули. Мы уже там тоже много повидали. И Метель, помнишь? метель. Жесткую. Дождем. Ниже спускаемся, нет? Слушай, я не знаю, давайте думаем. Ивничка молодого нарву, да? Да, давай. Бать, посигналь, ну-ка дай газу! Гудка дай! Машет, а гудка не дает. Жалко. Баржи, ребята, ходят. Ребята машут. Красота.
На зажарочку у меня готово все. Да, все понимаю, там не это. Походно, ребят, смотрите, какие у меня штучки есть. Это от Вади подгон с Москвы. Ложка, здесь открывашка получается. И здесь же вилка, тоже открывашка. Вадь, спасибо огромное. Вот видишь, пригодилось. Я по минимуму сегодня по кухне. И вот взял, получается. Салатик присолю под майонезу. Так, чисто на зубок. Отлично будет. Андрюха поставил дом свой. В этой палатке я уже был, жил на первой лодке. Вот такая, Андрюха, боевая, берег. Третья, да, Андрюх? Четвертая. В общем, как у меня, ребят, только вот у него берег, а у меня Алтай. Тоже дверка. Печку поставим. Сейчас тут лежанку сделаем, коврики побросаем и как бы нормально. Дверь бахнет. А, да, у Андрюхи еще вот дверь такая есть. Кстати, тоже тема удобная. Да, чтобы ночью Чтоб- бегать вот сюда. Да, и молнию не постоянно не... Это класс. Серега у нас там подстилку, так скажем, делает. Ну, вот такая река, ребят, видите, берега вот такие. То ли крутые, то ли вот пляж. Ну, а мы решили здесь, потому что здесь и более-менее уютно, и дрова вот сразу под боком. Сейчас все разложим, все по местам. На 5 дней лагерь у нас нормально будет. Готово. Четенько. Закусь принес. Что набрал там, Серега? Ну, это Показывай. моя рабочая коробка на эту поездку. На эту поездку? Давай, показывай. Я уже вижу, я понял. Сергей Васильевич Там делится просто сиськи силиконовые. рабочими приманками на реке Печора в Юнизовьях. Короче, взял 2 коробочки с собой с приманками. Делюсь одной из. Охренеть. Короче говоря, решил не размениваться на мелочь. Давай с моей рукой сравним. Жесть. Это я не знаю, это что такое? Это что за кобра, блин? Вообще труба, блин. Она даже в кадр не влезает. Смотри, вот так вот. А Серега, помнишь, это как-то были, Налим у тебя был? Налим дома остался. Во, тема. Ну-ка. Это такой же, только этот. Мне вообще нравится. Цвет самый рабочий, короче. Во. Охренеть. Труба, да? Жесть. Лягушечки. 30 сантиметров. Ёпарасоте. Ужас. Если ты поймаешь эту фигню, крокодила, Я надеюсь. да, это будет просто контент. Ну и маленькие мышечки. Всякие. Понятно. Да. Если вы понимали, да, у меня вот резина примерно вот с кончика этого хвоста. Да. Вот такие вот, во. По мелочи. А, Серега, вспомни старое-то. Мою Соньку, блин. Кайфануть хоть немножечко. Не, ну здесь видишь это. Ну, конечно, блин. НДшник. Что это, зумчик, да, у тебя? Зумчик это хуйня, я что себе НД Слушай, видишь? слушай, а где зумчик, я не понял. Вот, зум здесь, А, вот. НД вот это вот, видишь? Не понял, не понял. Да, это кайф. Братан, ты что-то мне борщанул, по-моему. Да я всем давно наложил, что как. Вы вообще-то есть хотели? Или где? Или где? Делал такие уже кепка. Вы молодцы.
Вы молодцы, Мы молодцы. что согласились на эту авантюру. Можно сказать, что Да. реально была авантюра. В какой-то степени. 750 километров, 17 часов езды вместе с рекой. Мгм. Ну и в принципе у нас все готово. Дрова готовы, Мы на месте. палатка готова, еда готова. Впереди 4 дня рыбалки минимум. Так что я думаю, что все должно получиться. Ну, красавцы, давайте. Давайте за вас. Еще раз. Давайте за нас. Ох, Коньячок, Андрюха. ну, слушай, Пушечка. Слеза. фруктово-шоколадный какой-то. Его даже Да? закусывать. Он надо. очень многогранный. Это, Очень его даже многогранный. закусывать не надо, да? Да. Да, да, я говорю, его как будто даже... Просто взял вот так вот, выпил и Да. подождал. Хороший вообще. Бомба. Ладно, что, мужики, кушаем за сегодняшний день, за сутки наши. Да, наконец-то первая горячая еда. Слушай, у меня такое ощущение, как будто уже это не первые сутки, а что-то происходит вообще непонятно. Все здороваются, все нормально. Все свои. Бродяги. Поздоровались, да? Да, все, и на палубе, и там. Молодцы, ребята. Организовал горячий, давайте бахнем. Давайте. Водку не предлагаю, только чай. Да? А я хочу окушка замахарить. Ты сейчас замахришь его. Только, пацаны, что-то чай, сахар не ушел. Ублерка поставить, что ли? Просто охота мне закинуть спиннинг. Реально, я прям уже не могу. Сейчас, ребят, посмотрим, куда мы приехали. Правильно мы приехали или нет. Шикарно поужинали, пообедали, ребята. Что-то я, короче, хочу забросить. Мы в таких местах сейчас стоим, четких. Серега чая наварил. Положили, блин, котелки к воде. Сейчас такая дура проехала. Все, котелки ушли. У нас котелков-то нету. Сейчас мыть пойдет. Посмотрим. Может найдем, блин. Короче, взял, ребят, лайт. В коряшках тут сейчас побросаю. Посмотрим. Есть тут такой нюк, нету. А он должен здесь быть. Мы сюда не просто так приехали, ребята. Первый заброс. Поставил его в облерочка. Правда, сейчас две баржи такие пролетим. Опа! Была поклевка, ребят. Вы поняли? Две баржи прошли такие жесткие. Намутили здесь. А здесь окушок-то возле берега должен стоять. Вот он. Видали, ребята, что делается? Андрюх, два заброса, два окушка. Да. Правда, все сошли они возле берега. Оборвался сразу. Вот этого сейчас поставим. Маленькую колебалочку, маленькую вертушку. Или у маленького воблера, да, Андрюх? Да, или маленького воблера. Сейчас у меня есть косодака. Вот такой малыш. Вот там с-под травушки. С-под веточки попробуем. О, бьют. Хрена их
Целая толпа, блин. Прет просто. Видали? Слушай, да, окуни реально хорошие. Достойные окуни. Да, здесь рыбы, конечно. Ну какой. Кабанчик. По 3 штуки серые выходят, прикинь. Мелкий тройник сходят очень много. А так каждый заброс практически. Опа. О, опять хапал. Он сюда шел. Калачи, смотри какие, Васильевич. Да, я говорю, мелкий тройник, походу, из-за этого. Опа. Поклевка. Оп, есть. Фига, заел. Шикарное место, ребята. Под окушка. Вообще, места, конечно, бомба. Так решили побаловаться. Вон он, вон он. Опа, иди. Что делают возле берега? Да так. Под вечер решили немножко стебануться. Мы знаем, что здесь рыбалка будет, ребят. Ребятка, рыбалка будет бомба. По окуню здесь можно трофеиться. Вон, вон, опа. Видите? Мелкий, правда. Воблер надо ставить другой. Щуки, как знаешь, ложечки. Там в кустах кто-то, Андрюх, нормально там хлебанул. Вот там прям, да. А, ты на колебалку, да? Ага. Ух ты! Что там? Килошка щука. Да? Ну. Да говорю, там она и плескалась. Мелкую мою она не возьмет. Опа. Ух ты! Да ладно! Нифига себе! Смотри, у меня Какой какой. там колобок, а у меня щука, блин, на кило! Японский бог! Ну такого уже не бывает! Слушай, хороший окунь. Ты хороший, но. Слушай, может давай пожарим, а, щуку? Смотри, Андрю, какой. Вообще колобок какой-то. Я не знаю, друзья, ну как так-то, ну. Да, красота, блин. Ладно. Беги. Хорошая окуняра, блин. А там щучка твоя и прыгала, я ее видел, но. Там не одна она. Да. Ну что, отпускай ее, да? Ну отпускай, Андрюх, что? Макароны, да? Тут можно было на ужин наловить за 3 секунды. Я говорю, 2 раза забросил, блин. Один сход, и одна щука килограммовая просто. На ровном месте, на колебалку, ребят. Да. Вот где рыба есть, там она есть, да, Андрюха? Да, где она есть, там она щука есть, конечно. Рыба есть и все. Вот он. Ох, еще один колобок. Смотри, подряд, понял, с коряшки. Андрюх.
Что не ловить-то, но когда вот так клюет, блин. Ну слушай, хорош, таких уже покоптить, Андрюх, можно, блин. Конечно, 200 грамм окунь. Ну, да, ребята. Вот такие края можно ехать, конечно, и охреневать всю дорогу. 16 часов, чтобы вот каждый заброс рыба клювала. Причем и хорошая рыбка попадается-то. Андрюха, он колебалку поставил. У него щучки начали клевать. Соответственно, если крупнее ставить приманку, понятно, что поклевки не так часто будут, но будет результат. Хватит баловаться. Что-то мы даже чай забыли пить. Чай остыл уже, наверное, весь. Опа. Ну, тут они прям под берегом хватают. Не крупный, конечно. Но их много, друзья. Их очень много. Опа. Отвал башки какой-то, ребята. Ну, в принципе, у самого уже башка отваливается. Фух. Не спавший. Уже больше суток. Не хотели сегодня спиннинги брать. Ох, себя дразнить. Но я не выдержал. У меня поклевка, и пацаны тоже спиннинги взяли. Фух, жара. Вот будет у нас рыбалка, если погода будет. Мелковатая приманка для таких, ребят, кабанчиков. Фух. Главное, что? Главное руки очистить. Чтобы руки не вспыхнули. Нормально, да? На надувных будете балдеть, да? На надувных-то не замерзнете. А я вот походу приклеюсь. Короче, плесканулся, понял? Да, я думаю, кинул. Ну, конечно, сказка. Ну вот такой вот красавчик. Слушай, ну тут 250 даже, бы сказал бы. Ну 200 грамм точно. Да? Маленький воблерочек, да? Вот маленький, смотри, Ага, собак. хороший. Блин, ну вообще, конечно, красота. Вот таких можно ловить. Просто закинул, да, и поймал. Всё, Ну просто закинул, поймал, все, Вот да. возле лагеря, вот прям здесь. Ну вот, друзья, да. Вот он. Я вместо оператора. Вот так вот. Стоит палатка,
Стоит стол, лодки. Ну просто так вот поймал и все. Можно просто поймать пару штук и сразу на сковородку, Да? которую мы утопили. Блин, вот это да, что-то будем думать. Оставили, друзья, сковородку вон тут вот. Помыться немножко. Помыть хотели. Пошел катер, пошла волна, что-то мы тут вспышку прозевали и сковородка ушла. Ну, ничего не поделаешь. Три заброса, 3 окуня. Сковородку давай, да? Сразу Ну тут, таких же можно, да, вот прям пожарить даже. ну, вот таких вот можно, да? Вот они. Можно, не нужно. Можно и нужно, да. Ну, а мы их отпускаем. Вот я и знаю. Не, ну где рыба есть, она есть. Что тут понять? Что тут говорить? Иди на печку, да? Где рыба есть, ребята, она есть. 3 заброса. 3 окуня. Уже, кстати, вечер. Сумерки. Тепло от костра. Когда ты проделал путь 800 км на тачке. Потом на лодке. Не спавший сутки. Больше уже, да, что ли? Да. Вторые уже пошли. И вот сейчас мы на месте. Уже поймали рыбу. И вот этот кайф. Когда все эти движухи были не напрасны. Вот это кайф. Вот сейчас, здесь и сейчас. Всем желаю вот такого